нем зипун белого сукна с пришитыми к рукавам рукавицами из оленей шкуры. Лузан, надеваемый поверх зипуна из полосатого зырянского сукна. Черные суконные штаны, чулки и лыжаком, обувь, приспособленная к ходьбе на лыжах. На голове белая суконная шапка с наушниками и назатыльником. На спине к лузану привешен топор. У охотника при поясе и на плечевом ремне нож, деревянная пороховница, мерочка для пороха, отвертка и 2 мешочка, кожаный и холщовый, для пуль и запасных кремней. В руках он держит пищаль местного производства. Именно так описывает повседневную одежду коми Зырянина конца XIX века в этнографических очерках про народы России. Действительно, охотничий костюм в то время, можно с уверенностью сказать, был основным для мужчины. Охота была важной деятельностью коми того времени, ведь в ловле животных и птиц заключались главные средства к существованию зырянина. Так все-таки, какую одежду носили коми-зыряне? Вот такие иллюстрации и вырезки можно было найти в газетах и журналах конца XIX века. Совпадали ли реальные наряды зырян с этими публикациями? И какие костюмы, праздничные и повседневные, носили в то время коми-мужчины и женщины? Народный костюм словно книга, по которой можно прочесть историю народа, его традиции и обряды. В разных областях национальная одежда отличалась с учетом местных погодных условий, стиля жизни и традиций. Но все же многие элементы имели общие черты. Есть понятие праздничный костюм, есть понятие повседневный костюм, если вот этнографическое время брать. Есть понятие специальный костюм, условно говоря, спецодежда. Это особая одежда была для полевых работ, в том числе у женщин с особым типом украшения. То есть это и специальные сенокосные рубахи, которые имели особую вышивку по подолу. Это охотничий костюм, который также различался в зависимости от территории. То есть где-то, скажем, на севере он один, а на юге он другой. То есть вроде бы одни и те же элементы в основном, но тем не менее они имели некоторые различия в связи именно с климатическими условиями. Разные головные уборы, разная обувь. Женская одежда была строго разделена на повседневные и праздничные костюмы. Кроме этого, наряды делились на костюмы девушки, замужней женщины и женщины пожилого возраста. Различие это проявлялось и в расцветке верхнего платья, и в форме головных уборов. Для детей у коми считалось, что в белых одеждах они должны быть. Потом чуть-чуть подрастали. Подростковый, молодежный возраст всегда связывался с яркими цветами. То есть человек должен был научиться видеть мир других в ярком цвете своих сверстников. Потом свадебные эти одежды, они должны быть яркие, преимущественно красные. Правда, и желтые, золотистые сарафаны встречаются, но в основном красные сарафаны считались свадебными для девиц. То есть это связано с плодородием, активностью материнской. И уже где-то на склоне лет к старости считалось, что сильно ярко одеваться нехорошо. Поэтому обычно какие-то серые, темные оттенки женщины переходили в специальных каких-то женских головных уборов на темные платки. Основным элементом женского костюма является рубаха. Старину верхнюю часть рубахи шили из холста хорошего качества, а нижнюю часть из более грубой или старой ткани. Очень часто для верхней части покупали ситец, а богатые изжимки – шелк и атлас. В более северных районах и на Ударе, там, где население мало занималось прядением и ткачеством, уже в конце XIX века рубахи шили из фабричных тканей. Поверх рубахи женщины носили сарафан, который подпоясывали узорным поясом. По покрою различались сарафаны косоклинные, прямые, со сборами на талии и с корсажем. Шились они из различного материала, из крашеного холста, набойки, домотканной пестреди и даже покупных тканей. В каждом районе женские наряды отличались и имели свои особенности. Скажем, на Ижме для пошива одежды использовались покупные ткани. Северный суровый климат не позволял выращивать лен.
Поэтому приобретали в основном дорогие завозные материи – шелк, атлас, парчу, саржу, кашемир. Для ижемского типа женской рубахи характерен своеобразный ворот. Он высокий и застегивается на 2 пуговицы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным цветом и преимущественно холодных оттенков – темно-фиолетовый, темно-зеленый и красный. Это японка. Для нее нужно 2 метра ткани. Это передник. Вот это кружево. Под него нужен специальный подклад. Сам он из парчи. А вот это сарафан. Он всегда должен быть пышным. Для этого обязательно нужна широкая подкладка и кружево. А вот без этой черной детали наряд считался некрасивым. Главное в сарафане, чтобы грудь была красивая, бедра широкие и подол пышный. А та кушамка праздничный сарафан, повседневный, да? Это праздничный сарафан. Повседневный совсем другой, он более простой. Женщины целыми днями были заняты домашними делами. Оленьи шкурки выделывали, шили. А вот когда ходили на дни рождения, на свадьбы, тогда надевали вот такой сарафан. В ижемском костюме там мало белого, потому что ижма, частично удара, они входили в немножко иной круг культурный, то есть северные коми. Там рано появились штофные платки, шелк, атлас, которые со стороны Архангельска шли. А в более южных районах там все-таки с одной стороны в основе одежды лен был и тоже южные какие-то торговые связи. То есть это зависело от торговых связей больше. Ну, естественно, какие-то отдельные этнографические группы отличались и по костюмам, по фасонам, по цвету, по выбору тканей. То есть, в принципе, можно было по одежде посмотреть, сделать какой-то вывод, из какого района, представитель какой группы. Про девиц можно было сказать, замужем, не замужем, как дело обстоит с достатком семейным, то есть побогаче, победнее и так далее. Получается, одежда человека могла многое рассказать о нем. Таким является костюм народа Верхнего Приуралья, который воссоздали несколько лет назад в Троицко-Печорском районе. Сам комплект состоит из длинной белой льняной рубахи, украшенной кружевом и вышивкой, и из кырым-сарафана. Интересный элемент такого сарафана – чиби – деталь в форме треугольника, с помощью которого крепятся лямки сарафана. Похожую конструкцию можно встретить и в сысольском костюме. На ногу женщины обували кэты – кожаную обувь с небольшим каблучком. Очень интересный у нас передник. Интересный в каком плане? Почему? Чем отличается от сысольского костюма? У нас передник очень длинный, практически тоже вровень сарафана. Низ оформлен кружевом ручной работы. По спинке запашной, доходит до конца. Если у сысолова передник только спереди, здесь вот такой вот запашной. По низу имеются складки. Количество складок свидетельствует о количестве детей у женщины. В данном случае 8 складочек. Обязательно, конечно, пояс. Пояс и как украшение, но главная роль – это оберег. Ни одна девушка, ни одна женщина без пояса не могла позволить себе выйти. Головной убор у нас очень особенный. Головной убор – это сборник. Это костюм, вообще хочу сказать, женщины среднего возраста, 35-40 лет. Значит, здесь вот такая деталь имеется. Обратите внимание, вот такой орнамент. Это символ женской детородности. То есть тоже тайные знаки заложенные, чтобы у женщины было как можно больше детей. Интересные головные уборы сохранились и в других районах. Скажем, в прилузском костюме это так называемая сорока, украшенная разной вышивкой. На ударе праздничным головным убором девушек была парчевая повязка, которая сзади застегивалась на пуговицу. На голове она выглядела как цилиндр без дна. Вот если говорить об орнаменте, например, ударского костюма, традиционного ударского женского костюма, то он сохранил такой очень интересный элемент, очень древний элемент, как головной убор. Юртырма называется. Останки вот подобных головных уборов есть среди археологического материала, найденного на территории Коми. Это вот берестяные некие вот конструкции, которые
вероятно, возможно, служили основанием для подобного головного убора. Вот на нем, на этом головном уборе, мы видим очень четкую символику 3 миров. То есть головной убор украшается орнаментом на 3 уровня. Небо, земля и подземный мир. То есть верхний мир, средний мир, нижний мир. Как мы видим, украшали в первую очередь праздничные одежды. Так откуда пошла эта традиция наносить красивые узоры именно на определенные части костюма? Любая одежда в старину несла несколько важных функций. В первую очередь она согревала и защищала человека. Во-вторых, могла рассказать о социальном статусе хозяина. Ну и, конечно, что немаловажно, имела определенную охраняющую функцию. В старину у коми, как и у многих других народов, считалось, что большинство проблем в жизни человека, болезни и неприятности вызваны воздействием неких злых духов. И чтобы уберечь себя от влияния нечистых сил, одежда приобрела некие дополнительные элементы защиты. Если мы посмотрим и на древний костюм, и на более поздний этнографический костюм, везде мы увидим, что определенные области костюма, особенно это касалось женского костюма, украшены либо орнаментом, либо украшениями. То есть это область шеи, это голова, это область пояса, то есть у женщин это область лона, это рукава и это подол. Подол как мужской рубахи, так и женской рубахи. Считалось, что это вот те самые открытые отверстия на одежде, через которые могут проникнуть некие темные силы. И, соответственно, для защиты от них они закрывались вот такими вот сакральными символами. Если еще коснуться разницы мужской и женский костюм украшался гораздо больше, гораздо сильнее. Почему? Потому что женщина – это будущая мать, она имела еще детородную функцию, и, соответственно, для того, чтобы защитить и женщину свою, и своих будущих потомков, ее костюм вот таким вот образом оберегался еще больше. Может быть, с этого времени идет такая любовь женщин к украшениям. По словам историка Игоря Андрианова, между древним коми и этнографическими костюмами много общего. В первую очередь одежда имела оберегательную символику. В древнем костюме эту функцию выполнял пояс и металлические украшения. Именно их вешали женщины на область ворота, головы, руки, пояса и подола, и даже на ноги. У коми, так же как и у многих других народов, было особое поверье о украшениях желтого цвета. То есть это был некий такой цвет, близкий к цвету солнца, блестящие желтые украшения, по преданию, вот они отпугивали темные силы. А если при этом они еще и издавали какой-то металлический шум, металлический звук, да, то, соответственно, это считалось еще более сильным оберегом, поэтому очень часто встречаются именно шумящие украшения. По мнению историка, вероятнее всего, в таком виде древнепермский костюм существовал до конца XIV – начала XV века. Именно до времени крещения пермян вычегодских святителем Стефаном Пермским. Постепенно исчезает традиция изготовления ювелирных украшений. Появляются новые технологии крошения ниток. И, возможно, в связи с этим в одежде уже начинает преобладать вышивка. Если говорить о влиянии христианской традиции на костюм, на орнаменты, то очень часто мы можем встретить на некоторых костюмах, на некоторых вышивках кресты именно как элемент орнамента. Есть замечательная рубаха, где вот прямо вышит нательный крестик, который вышит вот на разрезе рубахи. Его можно увидеть в Национальном музее, который является как бы прямым таким соединением традиции, древней традиции декорирования одежды и с традицией христианской. Изначально основная одежда у коми была белая, без вышивок и изображений. Позже, когда люди научились пользоваться природными красителями, ткани стали приобретать различные оттенки. Для покраски ниток и пряжи коми-зырянки использовали природные красители. Отваривали корни растений, разные мхи, кору и наросты деревьев. Использовали даже порошок из подточильного камня. Скажем, из подмаренника получался пурпурно-фиолетовый цвет. Ольха давала желтый, оранжевый и красные оттенки. Дубильные вещества растений придавали прочность как цвету, так и самому материалу. Сами цвета очень важную роль играли. Красный считалось, что он связан с кровью, с огнем, защитными функциями наделялся. Ребенок, когда вставал на ноги, привязывали красный шнурок к ногам. Когда начинал выходить куда-то в люди,
появляться на людях. К руке привязывали тоже красную нитку, чтобы уберечь от сглаза. Ну, вот это как булавка в одежде, допустим, точно так же считалось. Защищает оберег такой. Ну и то же самое, там, допустим, у женщин. Вот красный ворот, рукава, то есть самые уязвимые места перед вышивались или обшивались тесьмой красной. Тем более не просто там цвет был, а еще и в орнаменте. То есть орнаменту тоже очень большое значение придавалось. Орнамент в жизни коми-зырян присутствовал с незапамятных времен. В быту у коми разнообразными узорами украшалась древняя утварь, орудия труда, мебель, постройки и одежда. Вышивка у коми встречалась нечасто, да и в большинстве своем только на праздничной одежде. А вот узорным вязанием коми-женщины занимались повсеместно. Чаще всего изготовляли чулки, носки и варежки. Сказать точно, когда стало распространяться узорное вязание, ученые не могут. Исследователи различают 10 разновидностей орнамента, среди которых основные – это верхневычегодский, сысольский орнамент и так называемое печорское вязание. Все они имеют разную стилистику, цвет и мотив, повторяющийся элемент орнамента, который состоит из геометрических фигур и линий. Здесь мы видим в сысольской разновидности, например, огромный один мотив, повторяясь и сдвигаясь по диагонали, он образует вот такую сетку из одного мотива. Такое тоже может быть. Значит, очень характерно сложные разработки орнаментальные. Вот один мотив идет по горизонтали, он сдвигается по диагонали и образует таким образом сетку. Вообще характерная особенность коми-узорного вязания в чем? В том, что изделие полностью орнаментировано. Вот оно богатое по своей стилистике, оно богатое по цвету. С переходом на другой бордюр менялся как фон рисунка, так и фон изображения. И поэтому получалась вот такая очень ковровая, красивая вот эта разработка всего изделия. Очень редко применялся один цвет фона. Очень редко. Мы это видим в сысольской, может быть, разновидности, но там в чем красота была? Совершенно уникальной такой разработкой орнаментальной. По словам преподавателя Сыктывкарского университета Надежды Гавриловны Гагиевой, в коми-народном вязании практически отсутствует белый цвет. Именно этот оттенок был связан с поминальной обрядностью, поэтому в вязаных изделиях его предпочитали не использовать. Сами орнаменты имеют диагонально-геометрический характер. Они четко подчинены ритму, поэтому их намного проще рисовать, чем круг. Геометрический узор легче ложится и на вязание, и на вышивку. Геометрический орнамент с прямым изображением. Что это значит? Прямое по отношению к линии вязания. То есть мелкоструктурный, значит, частый вот такой орнамент. Центральные полосы характеризуют крупные, вот такие масштабные такие мотивы. И сложность орнаментального, видите, изображения. Сложность, вот мысль сложная. В чем это заключается? Значит, если в северных орнаментах, да, то есть один мотив повторяется друг за другом в полосе орнаментальной, да, как правило, да, один мотив или два мотива, то здесь уже в центральных полосах, вот здесь мы видим какие-то сложные, так сказать, орнаментальные композиционные связки. Значит, вот видно на этом примере. Посмотрите, один мотив рогов повторяется по горизонтали, по вертикали повторяется вот такое усеченное изображение, которое, усеченное изображение свастичное тоже. И посмотрите, вот как сложно они перекликаются между собой. Стилистика и характеристика орнамента в каждом районе была практически одинаковой. Все мотивы строились на основе креста, оленьих рогов, но чаще всего ромба. Эта фигура присутствует в разных воплощениях. Работа очень была сложная. То, что они воспроизводили зырянки, вот такой сложный орнаментальный мотив, указывает на их ремесленную культуру, конечно. Просто непосвященному человеку. И то понятно, что просто так такие сложные узоры не могли появляться. То
То есть на это должна быть вот какая-то культура, которую воспитывали в девочке уже с раннего возраста. Она и ткала, и пряла пряжу очень хорошего качества, возможно, и красила уже нитки. Основной причиной воздухания такого ремесла активного явилось то, что, значит, женщины перестали делать свое свадебное приданое. А раньше, до начала 20 века, женщина изготовляла большое вязаное приданое. Значит, себе, своей родне и всем родственникам мужа. Вот, таким образом она оттачивала свое ремесло, передавала своим дочерям. Эта традиция, она была жива, и сейчас она продолжается в сельской местности. Традиция вязать спицами, конечно, осталась, но не в таких масштабах, как в старину. Еще в каждой деревне и во многих селах можно встретить умелых мастериц-вязальщиц. Популярность вязаных изделий сегодня, можно сказать, на пике моды. Вместе с этим растет интерес и к национальным орнаментам. В столице Коми есть даже специальная мастерская, которая занимается массовым вязанием орнаментированных вещей. Дизайнер Светлана Турова изучать семантику коми-узоров начала несколько лет назад. Традиционный орнамент, он также используется у нас в геральдике, в документах официальных. Это символ солнца, шонды, а это символ луны. То есть это шонды и телыш. То есть я это понимаю как гармония мужского, женского начала, гармония света и тьмы. И вот он один из моих самых любимых, можно сказать так, что это наш аналог инь-яню. Зачем нам использовать чужеродные какие-то знаки, когда у нас есть хорошие свои символы? Светлана Турова уверена, каждый орнамент имеет свое значение, только вот многие знания уже утеряны и семантика узора забыта. Каждый определенный узор на одежде – это, можно сказать, своего рода пожелание человеку, ну и к тому же защита от нечистых сил. Вот это вот рыбы, такие вот большие, а вот эти вот маленькие – это мужики, эти треугольнички с головой. Это как раз символ того, чтобы мужчина приносил с рыбалки богатую добычу. Кроме этого, некоторые коми-орнаменты меняют свое значение в зависимости от положения. То есть, если смотреть прямо, получается олень, два оленя за изгородью, если мы смотрим боком. Если мы развернем вот так, то мы опять видим такую оленуху с большими рогами, это голова и развесистые рога. То есть, либо это олень с большими красивыми рогами, взрослый олень, а это тогда можно прочитать как маленькие оленята. То есть все орнаменты по-разному. Некоторые не меняют свое значение от положения справа, слева, либо сверху, а некоторые могут менять. Да, так что орнамент такой вот загадочный, он не всегда подчиняется четким правилам. Вот вариант. Это вот идея взята именно после изучения старинных полотенец. Как раз на полотенцах также вышивали нижний мир, средний мир, верхний мир. И мы тут как раз частично эту идею перевели на вот такое вот платье-тунику. Это вода, нижний мир, она как бы отсекает нечистую силу, искривление пространства идет вот этими зигзагами. Это вот берегиня или макаш, богиня женского здоровья и благополучия, олень – символ удачи, объект как раз среднего мира, и символ дома здесь в виде крыши. И над крышей это уже верхний мир, где встает солнце и живут боги. Здесь как раз вот обозначен восход солнца тремя солнышками, как раз которые поднимаются вверх. Ну и опять-таки значение очень хорошее. И мне кажется, что он достаточно современно смотрится и в нашей жизни. И здесь хорошее пожелание, чтобы у каждого был дом, было здоровье, было что кушать, защита от нечистой силы и всегда светило солнце, если это просто перевести. Язык цвета, язык орнамента. В любом случае орнаментальные какие-то вещи, они являлись символами. Вот, причем символы, которые были понятны всем носителям культуры. То есть мы от этого отошли уже, ведем цивилизованную жизнь и так далее. То есть мы для того, чтобы что-то понять, должны расшифровывать. То есть сидеть мучительно думать, что бы это могло означать, что на что похоже. А для носителя культуры, для тех, кто вот эти орнаменты наносил, у них такой проблемы не было. То есть читали свободно. Если из
использование национальных орнаментов в одежде с каждым годом становится все популярнее, то традиция ношения национального костюма уже давно исчезла. Сегодня старинные сарафаны и рубахи можно встретить только на традиционных коми-праздниках или в художественно-самодеятельных коллективах. Да и в большинстве своем костюмы эти сильно стилизованы. Воссоздавать наряды сегодня практически некому. Мастериц и умелец осталось единицы. Единственный вид одежды, который не претерпел изменения временем, это ижемская малица. Ее до сих пор носят в северных районах. С каждым годом все популярнее становятся и пимы. Возможно, сегодняшнее разнообразие одежды привело к тому, что мы относимся к ней совершенно по-другому, чем наши бабушки и дедушки. Мы уже давно не изготавливаем ткани, а покупаем готовые изделия в магазине. Да и сакральная функция нарядов стерлась. Но все же национальные костюмы и орнаменты – это неотъемлемая часть нашей культуры, наших традиций и всего мировоззрения коми-человека. Тебя, люблю тебя, да почему ты не